Сегодня Иосиф Слепцов – директор школы, по характеру строгий, а на деле добродушный, хотя не так давно он вернулся оттуда, где не так много места мягкосердечности, из зоны боевых действий одного из самых ожесточенных конфликтов современности. Да, конечно, это сейчас современная война. Современная война, техника разных, новая, много. Например, в чеченской войне это в основном было стрелковое оружие. А здесь и артиллерия, танки, дроны, ракеты, все есть. В феврале 22 года он был в числе мужчин, которые добровольно пошли в армию. На тот момент в России активно создавались отряды БАРС – боевого армейского резерва страны. Иосиф Слепцов вступил в один из них. Семья, конечно, не то что удивилась, да, но я как мужчина, как защитник своей родины до этого участвовал в Карабахском конфликте. Это было мою срочную службу. И моя семья и мои друзья, близкие знают, что, как я отношусь к своей родине, как патриотически настроен. И особо этому не удивились. Мы это уже наблюдали с 2014 года, какая там обстановка в Украине. Все переживали за мирных жителей. Поэтому, когда началась спецоперация, у меня уже больших раздумий не было. Я уже решил, что я готов стать на защиту интересов своей страны. В марте месяце с Якутска поехал первый отряд добровольцев, количество 11 человек. Там были два моих друга. И узнав, что они уехали, я не успел с ними и подал документы в военкомат. В марте подал, и в середине апреля мы уже второй отряд в количестве 24 человек поехали в зону проведения специальной военной операции. Боец вспоминает, тогда на передовой были большие потери, поэтому вместо положенной недели тренировки длились всего 3 дня. За это время добровольцы вспоминали азы военной службы. Многим она была близка. Большинство проходивших подготовку, а это ветераны МВД и вооруженных сил, имели за плечами опыт участия в боевых действиях. Да, там в основном брали тех, кто служил в советской армии, в российской армии, тех служивших людей брали. И с нами, конечно, были и пенсионеры МВД, много было. Но после прохождения учебки нас направили в Запорожскую область. Запорожская область, там шли тяжелые бои. Мы лежали на передней линии. На передней линии батальон, но у нас где-то больше 200 человек было батальона с разных уголков России. Но в то время мы держали в основном оборону. Среди бойцов из разных уголков страны сложилось боевое братство. Оно помогало им справляться с тяготами военной службы. Но у ребят из Якутии был еще один козырь, который вспоминает Иосиф Слепцов – северная закалка. Мы же росли в таких суровых северных условиях. Мы знаем, как пользоваться ружьем, как пользоваться холодным оружием, так же, как и растопить костер, вырыть землянку, окопы. Мы все это умеем. И, можно сказать, мы более приспособлены к ведению таких действий. Так прошли 2 месяца службы добровольца. Иосиф Михайлович вернулся в Якутск, немного отдохнул и вновь подал документы в военкомат. На этот раз он отправился на СВО в составе недавно созданного в республике отряда «Ботур». В основном там были бойцы, которые воевали в Чеченскую войну. Но кто участвовал в СВО, там было мало. Но мы делились, конечно, опытом, своим боевым опытом с ними. Во второй раз я был в должности командира отделения. Уже как более опытного человека мне поставили на такую должность.
Находился всегда я на передовой. Чем дольше он пребывал в зоне конфликта, тем больше убеждался в востребованности миссии российской армии. Население освобожденных населенных пунктов приветливо встречало бойцов, рассказывает Иосиф Слепцов. Я был и в Запорожской области, Харьковской, Донецкой, Луганской областях. Но там мирные жители очень хорошо относятся к военным, к нам. Видно, что они ждали нас, что рады, что освободили от нацистского ига те территории. Когда проезжали по населенным пунктам, да, или на броне, или в кузове машины, там не только люди радовались и махали, но и бросали нам там воду там, или покушать в кузов. Когда завершался срок второго контракта, в стране началась частичная мобилизация. На фронт попали сотни неопытных бойцов. Иосиф Михайлович понял, что он все еще нужен здесь, и решил остаться. У меня такое чувство было, что дело до конца не сделано все равно. У меня жаль, там находятся и боевые друзья, и погибшие есть, и есть люди, которые получили тяжелые ранения. Первую командировку у нас погиб наш земляк сразу, Корнилов Петя. Мы с его матерью до сих пор общаемся. Потому что чувство долга все равно не покидало меня. Кто, если не я? Вот такое чувство было. Это было весной 23-го года. Там был я тоже в должности командира отделения. Боевые действия проходили в Харьковской области в составе ВАРС-2. Мы первых мобилизованных встретили, вот когда я в 22-м году, осенью, да, мы встретили первых мобилизованных. Но уже мобилизованных-то взяли, кого где попал, то кого с работы, кого из дома, по повестке взяли. И мы увидели, например, когда я в армии служил, мы знаем же, как туда попадаешь молодыми, ничего не знаешь, форма по-разному сидит. Вот такие люди в основном приходили туда в мобилизации. Но по истечению уже некоторого времени вот эти бойцы, уже имея боевой опыт, уже очень изменились. Они уже и тактику боя знают, как воевать знают, как пользоваться оружием. Вот это опыт у них очень большой стал. За что они здесь воюют, вот это они все знают уже. Подготовив пополнение, казалось, Иосиф Михайлович выполнил свой долг. Он вернулся на свою малую родину и стал работать в 39-й школе в должности заместителя директора по безопасности. Однако боевое товарищество тянуло назад. Это притяжение пересилило все прочие аргументы. Когда я об этом плане сказал своему директору, Мария Леонидовна, она очень удивилась, конечно, как так работаете, может поехать туда, да? Но я говорю, едут мои друзья, боевые товарищи, с которыми был до этого, и надо ехать. И в декабре 23-го я поехал и попал в Барс-35. Боевые действия у нас проходили под Солидаром. К тому времени окрепла и народная поддержка бойцов. С началом СВО в Якутии активизировались добровольческие организации, стали организовываться новые. Люди собирали продуктовые наборы, шили и покупали одежду для бойцов, помогали им дополнительным снаряжением и экипировкой. В 22 году такого почти не было, да? Ну, гуманитарная помощь, может, и была, но до нас доходило очень мало, конечно. В основном мы питались сухпайком, но с 23-24 года уже чувствовалось. И в этом случае очень большую поддержку оказали наше правительство, наш Илдархан. Такой помощи, например, другие регионы не делают. По нашему опыту, Республика Саха-Якутия здесь впереди. Не только гуманитарная помощь там продуктами, и техника все может быть, эти квадроциклы,
оружие, тепловизоры, ночники, квадрокоптеры, вот это все отправляется. Можно сказать, в республике народ сам такой, да, и когда глава города, глава улуса или глава республики приезжает, нас это вообще поддерживает, мотивирует, то, что мы не зря здесь находимся, очень большую поддержку оказывает. И я хочу еще сказать благодарность главе города, нашему Илдархану, правительству и всем жителям республики, которые оказывают помощь нам, бойцам, которые находятся там, и нашим семьям, которые находятся здесь. Любую помощь здесь оказывают. И продуктовым набором, когда мы там находимся. Детям, например, бесплатный обед, проезд. Я думаю, находясь там, наши сослуживцы с других регионов очень удивлялись этому. Какую поддержку оказывает наша республика в этом. Мы уже знаем, что наши родные находятся под опекой, у них всегда будет поддержка. Мы все это ощущаем. После 4-й командировки наверняка могла бы случиться и 5-я. Однако, находясь в санатории, Иосиф Слепцов узнал о наборе в программу «Время героев» – президентский кадровый проект для участников СВО, и решил попробовать свои силы. Подал документы, я прошел тестирование и уже через некоторое время узнал, что прошел эту президентскую программу «Время героев». Готовят из числа участников специальной военной операции, которые делом доказали свою преданность Родине, из них для работы в руководящих должностях в республике, и в регионе вообще, и в России. После 4-й командировки я приступил к обязанностям на той работе, где я работал заместителем директора по безопасности школы номер 39. Работал там, и в 2024 году глава города Евгений Николаевич предложил эту должность мне. В конце 2024 года Иосиф Слепцов возглавил 13-ю среднюю школу. В новом коллективе директора приняли более чем радушно, даже с чувством гордости, ведь теперь в их учреждении будет фронтовик, участник специальной военной операции. Ой, да прекрасно приняли, потому что у нас же женский коллектив, и мужчина в нашем коллективе лишний не помешает, как говорится. У меня свой класс, я классный руководитель 6 класса, мы обсуждали, они тоже немножко перемен, немножко испугались, но не сильно, дети быстро адаптируются. И опять же, в любом случае, что человек делает, человек определенной выправки, да, определенных каких-то целей, действий, их немножко можно так чуть-чуть, скажем, пойдешь сейчас к директору, немножко этим их чуть-чуть приструнить, что ли. Это не говорит о том, что мы постоянно ходим и так жалуемся директору или детей водим к директору, нет, но они понимают все равно, у них где-то есть немножко понимание от того, что это мужчина, от того, что еще это достаточно должен быть строгий мужчина, потому что он участник СВО, поэтому, думаю... так, чтобы прямо совсем нет. Он же добрый на вид, они его хорошо к нему относятся. Он руководитель очень такой ответственный, мудрый, справедливый. Иосиф Михайлович всегда говорит, что двери у него всегда открыты для детей, для родителей. Он всегда найдет время с ними поговорить, какие-то проблемы их выслушать. Уроки мужества проводит Иосиф Михайлович, разговаривает с детьми, классные часы проводил. Новую работу Иосиф Михайлович полюбил всем сердцем. Дети относятся к ветерану-директору с уважением. Сегодня он вынашивает большие планы по развитию школы. В их числе повышение качества образования и усиление работы по патриотическому воспитанию. Успевает новый директор и следить за дисциплиной. При моем присутствии, конечно, дети уже, по словам учителей, говорят, и лучше себя ведут, конечно. И сюда мы в кабинет вызываем детей, которые нарушают порядок в школе. Провожу уроки мужества здесь, в школе. Мы поднимать будем еще и патриотическое воспитание.
что мы в 2000-х годах, наверное, много упустили именно по патриотическому воспитанию. Я думаю, не только директором школы, но именно вот наш президент же, идея нашего верховного главнокомандующего ставить на руководящие должности именно людей, вот, прошедших вот это все, это доказательство, верность своей родине. Я знаю, что это очень правильное решение, которые стали на защиту интересов своей страны. В трудные минуты люди могут и руководить своей страной, также преданно, также любя. На первом этаже школы установлен стенд с фотографиями всех героев России из Якутии. С одним из них, Александром Колесовым, Иосиф Михайлович провел несколько месяцев на передовой. Ну а вот, может быть, на примере Александра Гавриловича, после того, как вы уже решили, что пока хватит, пока не будет, вот отношения ботуровцев, отношения барсов, после того, как они возвращаются к мирной жизни, поддерживаются? Да, конечно, поддерживаются. У нас же есть фонд защитника Отечества, есть, да? Они любую поддержку оказывают, по любым вопросам можно туда обратиться. И мы между своими боевыми друзьями, с тем же Колесовым Александром, депутатами Тюмень, по своим вопросам тоже к нему обращаемся. У нас группа есть общая, с кем мы воевали. Мы постоянно с ним на связи, постоянно разговариваем. У кого-то там какая дата будет, там можем встретиться. 9 мая встречаемся. Вот такие по знаменательным датам. Ну, то есть у вас боевое братство, оно не только на войне, оно и в мирной жизни В продолжается? мирной жизни она продолжается. Вот боевой друг, например, у нас 18-19 февраля будет смотр песни строя, и мой боевой друг там будет участвовать в жюри. Вот вы как непосредственный участник, 4 командировки, то есть вы провели там огромное количество времени. И вот если я у вас спрошу, а зачем все это? Мы же знаем, в каком ситуации жили мирные жители Украины. И без помощи России мы эту проблему бы не решили. Это рано или поздно закончится нашей победой. Чем быстрее, конечно, тем лучше. Людям нужен мир, да.